Так. Так, начинаем обзор. И Асель. Birinchi map жөнүндө айтып берейинби же көрсөтөйүнбү? Көрсөтүш керекпи өткөндөгү? Көрсөтүп айта бериңиз. Эмнени үйрөндүңүз? Мап эмне экен? Хорошо. Сперва биринчи map жөнүндө укканда map это, оказывается, из массива создает новый массив. Ее можно итерировать, и заодно, если при создании нового массива, можно изменить значение этих массивов. То есть старый массив не изменится, он таким же останется, а новый массив можно изменить. Например, если мы в старом массиве там цифры 2, 3, 4 будет, мы, используя метод map, мы можем умножить эти значения, да, например, на 2. И получится там 2, 4, и вот умножить на 2 и получить новый массив с новыми значениями. Вот. И также можно их итерировать, и при то, что одно но, это мы только с мэпом можем пройтись по массиву только один раз. Уже повторно мы не можем пройтись по вот этим старым массиву. Этот массив предназначен только для одного раза. Вот. И при чтении этого мэпа в пространстве интернета я нашла еще такой, тоже называется мэп-массив или класс мэп, как-то так, но она совсем по-другому работает. Это уже новый объект, кажется. Вот они две, то, что вы нам дали, это с маленькими буквами пишется, а вот этот новый мэп-массив, он как бы заглавной буквой пишется. Вот. Там уже можно работать уже с объектами, можно передавать новые объекты, также можно получать новые количество объектов, можно получать объекты по ключу, по значению, вот, и можно удалять и добавлять. Вот, про это узнала. И домашнее задание, да, показать демонстрацию сделаю. Вы мне разрешите демонстрацию, пожалуйста? Сейчас, минутку. Так, есть. Сейчас. Так. Индекс. Вот у меня вот такой получился. Я, как вы в прошлый раз сказали, я здесь только H1 сделала, и внутри блока я не сделала, только H1, но border радиус 100% сделала. Вот. Если ее уменьшить, тогда вот так получится. Если нажать, все это получится. И вот. И только у меня проблема, то, что я искала, но не нашла вот этот желтый, вот эту длину, на всю ширину не смогла сделать. Это паддинги. Полностью темный фон. На какой элемент задан? Темный фон на div элемент. Сейчас я покажу, на какой элемент. Вот. Уберу. Так, вот у меня div элемент это nav меню, потом идет внутри UL, li, и внутри li вот ссылки и слова идет. Здесь в лого идет div класс лого, внутри h1m и рядом h2 текст лого идет. Вот в стайле, так, стайл, сейчас я сюда передвину. Вот так сделаю. Так, в стиле вот nav это display flex. Сперва я сделала контейнер, потом сделала nav, вот классу nav сделала display flex, justify content space between, and legend item center.
лого. Лого я сделала margin left, чтобы чуть-чуть подвинуть, чтобы не прилипало к букве М. И ширину 400, display flex, align center и position relative сделала. Дальше у меня идет А вот для чего лого. position relative для лого? Так, position relative. Я хотела вот этот бургер я прикрепила к этому лого, вот этому элементу. А зачем? Потому что, когда я прилепила ее к navbar, что-то я к navbar не хотела прилепить, потому что почему, я не знаю, nav я не прилепила этот position relative, а я сперва сделала к nav меню или к nav меню. Я когда nav меню сделала, вот этот бургер у меня ровно не стояла, она то вверх, то вниз двигалась, когда я вот этот экран уменьшала. Я когда уменьшаю, то она вниз идет, то вверх идет. Не могла равновесие сделать, поэтому я ей его прилепила вот к лого. Здесь можно было обойтись без position relative. Можно обычным потоком все это выстроить. Например, если задаете nav display flex, justify content, например, space between и align items center, и тогда у нас после того, как скроется, например, список UL, то навигация, то есть логотип и кнопка, они будут относительно друг друга центрироваться по вертикали через align items center. Хорошо, я тогда так еще попробую. по разметке, например, UL обернут отдельным дивом. Здесь можно было пойти попроще. Вот этот класс nav меню можно задать UL, и от лишнего дива можно избавиться. Хорошо, поняла. Тогда я потом изменю. Вот дальше у меня лого текст, про это рассказала. Вот я лишком дала 28 пикселей и ли style non. Nav меню, это nav меню вот к этому классу display блок, чтобы блоком было. Nav меню UL я обратилась, margin right 25 пикселей, чтобы это чуть-чуть передвинуть от края правого. И display flex. Nav меню link, это вот этот класс ашки. Font size 25, font weight 700, black color и text decoration none. Дальше nav burger. Бургер это IMG, вот nav бургер внутри IMG, ему размер дала 25 пикселей, 36 пикселей, подвинула с правой стороны на 25 пикселей и дисплей нон сделала, чтобы не видно было. Потом я уже создала медиа, когда уже максимальная ширина будет, когда меньше будет от максимума, вот на 1400, если меньше будет, nav burger IMG display блок будет, nav меню display non, position absolute и топ 16 пикселей. Вот этот nav меню. Я вот я же прилепила в лого, вот я позиционировала после этого. И nav меню margin top 16 пикселей, вот уже вот этот черный, я вот к div элементу я давала, вот эту черноту, вот. Margin top 66 пикселей, она ведь 100% ширина, black черный, color, position absolute, display none. Вот. Потом display блок. Я сделала display блок. У меня где этот? У меня display блок. Так. Я этот новый класс сделала. Display блок и display блок. В данный момент вот здесь она же display none будет. Вот. При нажатии ее же не видно будет. В данный момент display none стоит. А потом через JS я буду добавлять вот этот класс display блок.
чтобы видно было. Уэлу дала Display Flex, Flex Direction Column, Text Align Center. Лишком дала Margin 16 пикселей. Вот, так. Дальше я тут просто пробовала, экспериментировала. И nav меню линком дала, так, это классу А, ой, то есть Ашкам, высота 80%, padding 40, color white, display block, flex direction column, кликли, это тоже это через, это новый класс, я буду добавлять через JS, когда будут мышка заходить, свет будет меняться на желтый, а color на black. Вот, если так разобраться в этом JS. Так, сперва всех элементов я взяла, nav burger, nav menu link через query selector all, потом через query selector min block и link 1 взяла query selector link 1. Это все классы, которые мне нужны. После этого burger menu edit event listener через клик анонимную функцию. Nav меню беру, nav меню, ему даю класс list, toggle. Это меняет, если нету этого класса, тогда добавляет, если есть, то удаляет. Display block. Это при клике. Следующий nav меню link for each. Я так как вот nav меню это ашки, все ашек много, так как их всех много, я через for each разбирала анонимную функцию. Каждый link это event listed mouse enter, когда мышка заходит, она меняет класс на кликли. Если есть, добавляет, если есть, удаляет, если нет, добавляет. Также edit event listener mouse leave, когда покидает этот блок мышка, также через тогл сделала. Я вот этот два блока, я кое-что хотела там поэкспериментировать, но у меня не получилось, пока что она так стоит, не использованной. Вот. Хорошо. А почему использованы вот эти ивенты mouse enter и mouse leave? Почему использовала? Ну, по моему мнению, я так подумала, не через hover, а когда мышка в блок заходит, она меняет вот цвет. А если мы mouse leave, если не сделаем, тогда если мы когда покинем этот блок, тогда же она же таким же и желтым останется. Вот, поэтому обязательно. Если вообще, например, не использовать, как вы смотрите? Не использовать ни mouse enter, ни mouse leave, а просто через CSS задать hover. Ну, через CSS тоже можно задать hover. Почему бы и нет? Но я через JS хотела сделать. Вот смотрите. Здесь лучше всего использовать hover через CSS, чем mouse enter и mouse leave. Потому что на мобильных устройствах нету такого, что событие mouse enter. А hover эффекты, они чуть по-другому воспринимаются на мобильных устройствах. И тогда лучше, например, задать на hover желтый фон и на псевдокласс active. То есть ли hover задаем желтый фон, ли active тоже можно задать желтый фон, и тогда у вас, например, даже на мобильных устройствах при нажатии, да, active, когда он active, состояние active, то вот фон на какую-то долю секунды меняется на желтый фон, и пользователю будет понятно, куда он нажимает, да. Вот поэтому я бы здесь не использовал mouse enter и mouse leave. Хорошо, поняла. Тогда я попробую, изменю потом тогда. Так, хорошо. Спасибо. А так все отлично. Что бы я бы еще добавил?
Button лучше сделать не div, а именно кнопкой button. Кнопкой button. Это для доступности. Будет людям понятно, что они видят и читают кнопку, а не просто div. Так, что еще? Отрефакторить название классов, отрефакторить название функций. Это, например, не просто display блок добавлять, или там click-li, а что-нибудь очевидное, что могло бы, допустим, дать знать другому разработчику, когда он не слушает, например, ваше объяснение, да, почему вот эти функции здесь. Click-li вы объяснили, да, что оно делает, и мне стало понятно. А если бы я не слышал ваши объяснения, то я бы наверняка потратил бы некое время, почитав на прочтение вашего кода, чтобы понять, что это за элемент, что оно делает. Хорошо, спасибо, поняла. Хорошо. Спасибо большое. Так, едем дальше, друзья. У кого еще есть, например, домашка, демо, кто поработал с методом map? Так, видать, ни у кого нет. Если ни у кого нет, то вам сегодня будет немножко тяжеловато. Потому что сегодня у вас новый проект. И что у вас за проект? Так, у вас сегодня проект называется Display Data. Вам нужно отобразить данные. Отобразить данные с нужной версткой. В HTML у нас есть вот такая разметка. Есть section, есть заголовок, есть div с классом products inner, обертка, да, и внутри лежит артикл. Сейчас этот артикл просто закодирован жестко, да, так как бы статично. Но мы же хотим стать фронтенд разработчиками. И бэкенд разработчики дали нам, представим JSON данные, да, типа JSON данных. Из JSON данных мы, например, получили массив с объектами. Вот массив, внутри лежит два объекта. У объектов есть поле ID, уникальное поле. Есть title, куда выводится, где мы получаем название товара, категория, цена и поле img, где у нас есть строка в виде URL адреса до изображения. И поле description, описание товара. И таких объектов могут быть несколько, сотни. И вам нужно спарсить этот массив products и получить вот такой вот вид. Вот, смотрите. Сейчас, допустим, для примера добавлено два объекта, да? И эти объекты у меня уже все спаршено, прочитано, и получаю название товаров. Так, вот таким образом. Вот смотрите. Вот кусочек начала JavaScript кода. Вот у меня константа products. И внутри лежит первый объект. Здесь вот название товара Sony, Vaio, там бла-бла-бла, бла-бла-бла. Там второй товар это у нас Xiaomi Mi 11 Lite и там бла-бла-бла, бла-бла-бла. Вам нужно обработать этот массив объектов с помощью метода map. Метод map, он должен генерировать вот такой вот контент. Это tag article. Внутри артикла лежит img. Тегу img в атрибут src нам нужно сюда вставить данные из массива. То есть вот первый продукт, у первого продукта изображение вот это, да?
вам нужно достать вот этот ключ, значение этого ключа, вставить вот сюда. Потом название. Название. Здесь, видите, жестко закодировано суперлаптоп, но вместо суперлаптоп должен быть название товара, взятое из объекта. Здесь, например, цена, и внутрь P сюда закинуть описание. И у вас должно получиться вот такой вот как бы объект, отображение данных. Если мы сейчас возьмем и скажем, добавим еще какой-нибудь товар, это ID3, напишем, что это товар Hello. Так, пускай остается категория, мы пока его не будем затрагивать, но в будущем это поле категории понадобится, поэтому обязательно, когда вы будете перебирать вот такой массив объектов, оставьте вот эти поля, не затрагивайте. Можете добавлять что-то новое, но то, что у вас есть сегодня изначально, их не модифицируйте. Можете модифицировать именно вот значение, да, там название товара, там цены и так далее. Так, сюда, допустим, добавим, что это, например, 60 тысяч. И здесь напишем, что это бла-бла, бла-бла. Так, если мы все это сгенерируем, у нас автоматически должно увеличиваться количество карточек товара. Мы добавили один товар, теперь на странице отображается 3 товара. Вот так должно у вас все это работать. Единственное, чтобы не тратить время на document create, element создания и всего остального, я вам лучше всего советую использовать inner HTML. Ну, чтобы один раз махом все взять и, допустим, кинуть это сгенерированный контент методом map, ставить внутрь product inner в качестве через метод, через свойство inner HTML. Вот inner HTML, я говорил, там у него есть нюансы по безопасности, плюс еще бывают сложности с определением сгенерированного контента по дому, да. Ну, пока это нас не волнует, это чисто практика. На самом деле на фреймворках у нас совсем будет другой. В библиотеках, например, в React будет другой. Ну, примерно вот такая, мы будем обрабатывать вот такую верстку, и можно сказать, это будет примерно похоже на inner HTML. Но, конечно, это будет уже более такой продвинутый уровень, где библиотеки знают и где у них все обдумано, да, как этот контент, дом элементы или дом узлы генерируется. Вот. У вас задача будет вот такая сегодняшняя. Сейчас поделимся на группы и поработаем. Когда вы вернетесь, я покажу остальной код JavaScript, который генерирует у меня весь этот вот контент. Всем ли понятно задание? Так, окей. Так, время вышло, друзья. На что, сколько вы успели? Что вы успели? Так, успели добавить картинку. Хорошо тогда. Если ни у кого нет, что показать, то
тогда у меня есть что вам показать. Да, если есть вопросы, пишите в чат. Вижу уже руки, значит, у кого-то уже что-то есть. Абдрахман? Здравствуйте, Милновой. Здравствуйте. Так, сейчас покажу. Все, в общем-то, так корректно. Угу. Это общий дисплей. Давайте начнем с HTML. HTML у нас практически вообще ничего нету. Угу. Он пустой. Угу. В JS, так, примерно 33 строк кода. Вот этот основной код я делал так. Я делал через Document Bright. Угу. Вот. Я сделал уже тут весь div, всю конструкцию, и сюда через шаблонную строку вставлял item и ключ к чему-то, и он сюда вставлялся и выводит картинку. Допустим, сюда ставлю еще один объект. ID поменяю на третий, допустим, тут. ТВ, допустим, да. А сюда здесь изменим какой-нибудь текст. Нет, здесь она не будет работать, да? Ну, тоже. Смотрим. Первый, второй и третий. Он у нас сюда добавляется. Тут помещается два объекта. Если увеличить, то есть если уменьшить padding, то помещается больше. Тут все сделано через wrap. Допустим, вот это. Body. У нас я как общий root. Я не создавал root и туда добавлял. Я просто body сделал основным контейнером, да. Ему давал padding общий, display, flex direction, там весь стиль. Card это общий контейнер, в котором вообще находятся все объекты, такие как images и title. Да? Так, это у меня одного слышится вот это. У кого-то типа. Хорошо. Так, у нас все окей. Так, Object Fit Cover. Все корректно работает. Спасибо за внимание. Надеюсь, все было понятно. Так, единственное здесь в коде Абдрахмана document write это плохо. Да. Понимаю. Надо подумать. Но Абдрахман уже близок к решению, можно сказать. Он очень близок. И отлично, что есть решение, прям скажем так, в лоб, да, когда у вас есть задача, и вы постарались, ну, хотя бы минимум какой-то прототип уже показать. Это радует, друзья. Так, давайте теперь посмотрим у Bucket. Саламатсыз ба? Саламатшылық. Так, biraz жетішпей қалдым, CSS менен мыңдағанда бірақ көрсете берейін қазір. Бұл жақта бірінші HTML-дан өзімді жазып алдым. Бірінші түсініп алыш үшін. Анан JS-ке болса переменныйларды байлап алдым. И сразу inner HTML деп тұрып, жана HTML-ға жазған структураны түшіріп,
Бул жака массивдин значенияларын киргизип койдум. Мгм. Анан менде бир суроо бар эле. Бул Мгм. жака article item деп класс бергем. Diff'тин ичине салдым баарынчы. Мгм. Анан ага ширина 500 пиксель кылып берсем, мына аягына иштеп атат го. Классты текшергиле, может, туура эмес класс жазылып калды. Баарына бул жака бир жолу жазгам. Анан белки акыркы 2 элемент бул жактан түшүш керек эле да. Бирөөсүнө иштеп атат, бирөөсүнө иштебей калды. Так, CSS-ті көрелікші. CSS сразу бул жака эле жазып койгом кыска. Мисалы, ана жерде 100% кылсам, более мындай жакшынакайраак болуп көрүнөт. Толуп атат да. Сүрөт, балким, сүрөттө. Имиджиге кайсыл класс Имиджге берилет? 100 пиксель кылып бергем, сүрөттүн баарына. Акырында иштебей калган окшойт го. Так. Ну, кайсы бир элемент, значит, кыска болуп атат. Же родитель жок болуп жатат, ошондуктан болушу мүмкүн бул жерде. А так код иштеди. Бул жака 2 массив чыкты. Бири бир адетти. Map менен алгам. Иштеди. Жакшы. Так, бул жерде article inner HTML. Ну, document write'ка караганда inner HTML жакшыраак достор, ошол үчүн бул решение Абдрахмандыкынан да бир аз жогорураак. Inner HTML деле өзү деле жакшы эмес, бирок все-таки для практики хорошая работа. Классно. Анан мынаны бул задачаны менюларды, продукттарды через класс берсе оңойраак болобу же map менен берсе? Map менен. Map менен оңойраак болобу. Хорошо, понял. Так, отлично. Абдрахмандык документ write анча эмес деп атасыз го, а вы inner HTML да анча эмес деп атасыз. А что там хорошо тогда? Create element, что ли? Да. Лучший способ append, да? запись create element, создать сперва элемент, потом append. Вот сперва вот эти все структуру записать, потом вот данные массива задать, а потом уже функцию map, да, использовать, Да. получается. Ясно. Чоң рахмат ага, мен да. Жакшы. Так, и давайте посмотрим. Так, HTML еще раз давайте поразберем. Section products, заголовок и inner. Inner, которому задается класс displayFlex, FlexWrap и так далее, чтобы у нас все вот эти карточки выстраивались в ряд FlexWrap, потом, чтобы они переносились, когда экран будет уже. Вот, когда уже два элемента, когда совсем маленький экран, все будет выстроено в одну колонку. Вот. Теперь, ну, чисто если брать HTML разметку, представьте, здесь одна карточка товара, да? Одна карточка одного товара, это, ну, можно сказать, отдельная сущность, самодостаточная. Его можно разметить тегом article, да? Вот. У article есть products item, где все стили, и все начинается с изображения. Сразу вставляем изображение, и поскольку мы используем article, внутри article мы можем использовать header, да? Header, в header части у нас, ну, скажем, вводная часть информации для товара будет это название товара и, скажем, цена, да?
если мы открываем интернет-магазин, то нам в первую очередь важно название товара, что мы ищем, и его цена, да? Поэтому вот два элемента находятся внутри хедера. Почему у некоторых нет, у некоторых элементов нету класса? В принципе, для лучшей практики всем вот этим элементам нужно задавать класс и через классы задавать стилизацию. Ну, либо как минимум через каскад, да, вот, обращаться к хедеру, который находится в Product Item Info. То есть вот описательная часть находится внутри отдельного дива и внутри хедер и вот абзац с описанием. Вот и вся разметка. Ну, в принципе, эта разметка не нужна, нам нужна только inner, внутрь которого мы будем динамически генерировать вот этот артикл со всем его содержимым. В принципе, его можно отсюда удалить, чтобы не засорять код. Коротко пройдемся по стилям. У меня SCSS. Задали какие-то базовые стили. И products. Что это за products? Это у меня вот section class products. Я ему ограничиваю ширину, margin 0 авто, центрирую его. Title задаем, чтобы он был по центру. И inner. Вот тот самый элемент, который будет оборачивать все наши артикли. Ширина 100%, ну, чтобы он занимал всю доступную ширину от продукта, поскольку inner находится внутри него. Display Flex, выстраиваем карточки, Justify Content Center и Flex Wrap Wrap, ну, чтобы переход был на следующую строку. Да? Каждый артикль это у нас Product Item. Карточкой задаем ширину и по всем сторонам задаем margin 10 пикселей. Фотография. Фотография изображению задаю максимальную ширину, то есть ширину 100%. Ну, изображение, если вставится там в большом размере, то он как бы изображение разнесет, да? Поэтому ему ограничиваем, что он может быть максимум 100% от родителя. Задаю высоту 180 пикселей. Margin bottom задаю, чтобы название товара от него отступал. И Object Fit Contain. Я мог бы здесь задать cover. Но если бы я задал cover, видите, что произошло? Cover же, получается, он покрывает полностью элемент. И теперь товар не видно, да? Телефон обрезался, и здесь части ноутбуков тоже обрезалась. Поэтому это тоже надо учитывать, смотря какое изображение вы хотите показывать, да? Если товар, то пользователь наверняка хочет там, в полном масштабе увидеть, то есть полную картину увидеть, да, телефона. Не обрезанные, а полную. Поэтому здесь лучше подходит cover. И там задали чуть-чуть border радиуса. Так, сохранились. У меня watch SAS, вот. Так, что у нас сломалось? Там кавер осталось, агай. Contain, вот. Вот, и тогда мы увидим, ну, хотя бы в другом масштабе, но уже полностью всю картинку, да, то есть видим телефон полностью, и это все. Дальше. Инфоблок. И вот тем элементам, у которых нет класса, я обращаюсь через каскад. То есть указываю сперва родителя и говорю, вот хедер, который находится внутри Product Item Info. Ему задаем минимальную высоту 40 пикселей, не просто height, а min height. Для чего это задано? Если здесь будет, допустим, смотрите, здесь сейчас задано минимум 40 пикселей, и две строки это как раз таки 40 пикселей. И все относительно выстроено, да, в один ряд. Если не указать здесь минимальную высоту,
просто даже не указывая высоту, мы просто указываем какой-то контент. И в таком случае, вот когда у нас есть название товара в 2 строки и есть название товара в 1 строку, то вот эта граница, она чуть-чуть сместится вверх, потому что вот этот блок будет меньше по высоте, и он поднимется вверх. Ну, как бы выстраиваясь, как бы выравниваясь, да. И поэтому указали минимум, ну, чтобы вот, если что-то есть минимальное, когда минимальный контент, то все выглядело в один ряд. Так, хедеру displayFlex, align items center, justify space between, потому что в хедере у нас название и цена, да. Их нужно разнести, слева будет название, справа цена. Поэтому вот displayFlex. Так, H3, шрифт уменьшили, тексту тоже шрифт уменьшили и добавили line height для более разряженного, так скажем, текста. Вот. Теперь JavaScript. Вот у нас массив, который, ну, скажем, получили из базы данных, там, из бэкэнда, да, в виде JSON. Ну, на самом деле мы получим в виде JSON, но сейчас не хотелось заморачиваться JSON. Ну, по-любому мы этот JSON как бы, когда будем его перебирать, все равно это как объект, да, поэтому вот у нас массив объектов. Дальше что мы делаем? Сперва нам нужно найти тот элемент, куда мы все это будем вставлять, да. Это у нас products inner. Вот этот products inner, внутрь которого начнут появляться артиклы. Мы его через query selector нашли. И начинается тот самый код, который должен отработать после загрузки страниц. Помним, да, мы должны всегда ждать формирования дома браузером. Вот. Add event listener, load, либо здесь может быть дом content load. То есть два события, любой из них можете выбирать. Ну, я по старинке выбрал load. И запускаем функцию. Function анонимную. Здесь у нас такая локальная переменная display products. Что мы сюда в эту переменную будем записывать? Мы возьмем products, то есть вот наш массив, начинаем перебирать его с помощью map. Map он принимает как бы функцию, которая отработает на каждый элемент массива. И мы этой анонимной функции передаем item. Ну, как бы один элемент при каждой итерации, который мы получим, мы назовем его, ну, временно item. И обычно мэпом пользуются так, чтобы мэп возвращал. Поскольку метод map, он действительно возвращает новый массив, трансформированный, то есть в методе map мы трансформируем какой-то массив. Вот мы получили массив объектов, этот массив объектов мы будем трансформировать, изменять и возвращать новый массив объектов. Поэтому лучше всего через return работать. И здесь шаблонная строчка. Шаблонная строчка — это у нас article. Мы его возвращаем. Внутри у нас есть img. И в поле src, в атрибут src, мы должны записать у объекта item, вот, да, который мы сюда передали, взять ключ img. Вот. Получится, мы возьмем URL изображения. В h3 мы возьмем поле title у объекта. В price, где указана цена, мы возьмем ключ price. А в description — description. Вот. Потом то, что как бы возвратит метод map, будет сохранен как бы в display products, да. И этот display products, поскольку там лежит массив элементов, они как бы перечисляются через запятую, да. И эта запятая
Если мы просто возьмем его, вот этот display products, возьмем и закинем в products inner HTML, то тогда вот эти запятые, которые идут перечислением внутри массива, они тоже попадут в HTML. Эти запятые надо убрать, поэтому для display продукта мы проводим вот такую манипуляцию. Переменную display products мы записываем тот же самый display products, но ему используем метод join. Метод join, получается, оно объединяет элементы массива через какой-то символ, да? Либо можем указать, что это пустая строка, и тогда перечисление, которое шло, запятая, да, оно уберется, и мы из массива возвращенного получим такую длинную строку без ничего, то есть без знака запятого. А потом мы этот display products можем взять и уже кинуть внутрь products inner. Products inner это у нас вот document query selector products inner. Вот мы туда его закидываем, и браузер начинает рендерить нам ту HTML структуру, которую мы указали в методе map. Вот таким образом. Все довольно просто. Получается, ничего такого страшного в этом коде нет. Здесь, конечно, только inner HTML. Но, повторюсь, в React, в библиотеке React, примерно такая же структура. Только здесь вместо inner HTML мы будем указывать что-то другое из React. Да? И это будет намного вам понятнее, когда мы вот в нативном JavaScript использовали метод map, а потом, когда будем проходить React, вам вот такая структура примерно уже будет знакома. Чуть-чуть изменится, но все будет что-то типа этого. А в Про return какие- там, получается, можно код писать, что ли? Да. В React, конечно, код надо писать. Нет, вот тут написал let display products map функция, да, потом return Да, сделали, и да. там вы код написали, да? Да. Точно такой же код, примерно такой же код будете писать в React. А то есть, получается, там уже create элемент, append уже можно не использовать, что ли? Да. На то и библиотека. Библиотеки создаются, чтобы упростить жизнь, да? Вот, нативным JavaScript получается, вот если inner HTML он не такой хороший, значит надо использовать document create элемент, потом это все надо куда-то appendить. Это неудобно. Ну, как минимум нужно писать больше кода. А библиотеку придумали для того, чтобы можно было писать себе удобный код, но чтобы этот код был безопасный, чтобы этот код проходил через библиотеку, через всякие проверки, и все красиво рендерилось, да? Вот, Это поэтому получается, мы сейчас библиотеку, что ли, проходим, да? нет. Мы сейчас Да. нативным способом JavaScript устраиваем Ясно. разметку. Так, про какие запятые вы говорили? Вот создайте себе любой массив, 50-й. и выведите этот массив в консоли где-то, в общем, в любом месте. Вывод посмотрите. Вот у нас даже перед глазами есть массив, да? Массив объектов. Массив объектов идет перечислениями, да? Вот один элемент ставится запятая, второй элемент ставится запятая, и третий элемент. Если будет дальше еще объекты, то каждый объект будет отделен друг от друга запятым. Вот. Получается, вот метод map, он возвращает примерно такой же массив, только который состоит из вот таких тегов, да? Каждый элемент. И получится, если мы полученный массив кинем просто inner HTML родительскому элементу, то вот эти запятые появятся
в документе. То есть вот здесь где-то будет запятая. А эта запятая нужна нам? Не нужна. Поэтому эту запятую надо сократить, убрать. Лучший способ это все записать в одну длинную строчку и использовав метод join и указав, что вот элементы будут перечисляться с пустой строкой. И все. И тогда у нас вот эти запятые исчезнут. И мы получим вот такой чистый HTML. Если мы посмотрим код, вот тот самый article, 3 штуки. Если будет 100 элементов, у нас будет 100 элементов. Вот. Теперь у меня к вам задание. Этот код вполне рабочий, вот эта часть, да, но его можно улучшить. Я сейчас вам скину этот архив, поизучайте его и попробуйте его отрефакторить. Что можно улучшить в этом коде? Авай, можно показать во втором зале мы делали? Через Join, только он не работает почему-то. Давайте. Мы делали массив, потом вот здесь третий, да, но он у нас не открывается. Constant inner products, находит inner products, window ready load функция. Потом мы создали новую переменную через inner products map, обратились к ключам. Я не знаю. Но здесь вот то ли вот эта стрелочная наша функция, то ли знаки. И сюда надо уже вводить данные или как. Вот это у нас не работает. И когда мы открываем, сейчас CSS мы не доработали, но и все. In the products map is not function. Так, Мы вот join вот сюда вписали. А почему вы in-products и in-products применяете метод map? Что вот все же в этом классе, внутри этого класса. Мэпом нужно перебирать базу данных. Не тот элемент, куда все должно выкидываться, а именно данные, то есть продукты ваши. Верхний наш массив объектов. Так. И смотрите, у вас в коде еще в JavaScript дальше будут еще ошибки. Даже если вы будете использовать правильный map для массива product, да, у вас будут все равно ошибки, потому что вы просто указываете ID, title, category, price и так далее. Да, данные не вводим, да. А как сюда ввести тогда? Мы с командой вот это не могли сделать. Либо здесь создать новый create element и дальше. Нет. Вот как достучаться, например, до поля title у объекта? Get. Так, через класс можно, через set edge. Нет. Давайте еще подумаем тогда. Точечная аннотация, друзья. И map, он должен принимать массив. Анонимная функция, которая запускается по мэпу, он должен принимать элемент. То есть массив, который вы собираетесь, один элемент из массива, который вы собираетесь перебрать. Допустим, это может быть item, да, это может быть, например, product. Ну, назовите его как хотите. Но сюда передать несколько аргументов, это неверно. Вы, получается, один item, а потом им чем-то можете, как-то по-другому уже можете обработать.
Но Понятно. по-любому это будет объект, и из объекта нужно вытаскивать нужные ключи. Constant new key, да? Через key, через ключ. Да. То есть вот смотрите, как я достаю изображение. Вот, function map. Сюда беру один объект, это называю его айтемом. И у айтема есть поле img. Да? Вот, допустим, пошла первая итерация, я взял один объект в переменную item. Поскольку это объект, у объекта есть ключ img. Мы должны до него добраться, поэтому item.img. Название item.title и так далее. Так, вот и все, друзья. Можно задать вопрос? Угу. А для чего использовали самый первый объект ID? ID-шник, он у вас всегда будет, потому что в базе данных у каждого товара будет определенный идентификатор, уникальный. И в базе вы его будете получать. В нашем приложении этот ID может и не пригодиться, но в React ID пригодится. Допустим, когда мы с помощью, допустим, JavaScript будем что-то динамически генерировать, библиотека React, например, будет ругаться, что вот ты, мол, создал артиклы, несколько артиклов, да, с помощью JavaScript, но вот эти динамически сгенерированные элементы должны быть уникальными. И мы тогда укажем, скажем, некий такой атрибут ID. Вот здесь у артикла. Мы же, получается, генерируем динамический артикл со всем его содержимым. И у этого артикла будет, допустим, key по чисто JavaScript. И сюда мы можем, например, взять у айтема ID. И тогда получится у нас каждый артикл у него будет ключ key. Видите, у первого артикля K1, у второго артикля K2, у третьего K3. Таким образом, эти артиклы будут друг от друга отличаться. То есть у них будет свой такой уникальный идентификатор. Понял. Большое спасибо. Угу. А что улучшать-то, Арай? Ну, не знаю. Это вам надо У подумать. вас все отлично тут, да? Нет, не отлично. Надо Ну, хоть улучшить. подсказку можете, хоть Ну, направление? подсказку хорошенько подумать. Я сейчас все это архивирую. Так, давайте вот так. Lesson 20. Zip. И давайте сделаем duplicate. И сюда закину архив сегодняшний, чтобы вы посмотрели и подумали, что можно здесь улучшить. Так, давайте вот это все скопирую. И скелечек тоже закину.
Есть. Все. Вот и все, друзья. Можете улучшать свой код, ну, постарайтесь улучшить мой код. Что можно в нем улучшить? Отрефакторить. Так, хорошо тогда, друзья. Завершаем очередной урок. Мы дальше будем уже разрабатывать дальше же этот проект, но будем уже добавлять функционал. Например, сортировку. Там, мы же в данных получили там поле категории, да? И получается, мы можем сортировать данные. Там, если ноутбуки, там, смартфоны, телевизоры и всякие категории товаров, все они будут выводиться, а потом, например, можем кликнуть там «Хочу телевизоры», будет отображено только телевизоры. И так далее. Так, встречаемся уже на следующем занятии. Всем пока.